Ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и другие гости моего канала. Добрый день. Я давно не выходил на связь и все-таки сегодня решил отметить одно событие, которое произошло в Чеченской Республике. Маленькая девчонка написала письмо своему погибшему отцу и попросила у него лошадь. Вот вы, наверное, это читаете текст ее письма, и молодой человек нашел на окраине Саймашки это письмо и решил ей подарить эту лошадь. Еще раз хочется поблагодарить этого парня за его добродушие, за его подарок этому маленькому ангелу. Отрадно, что не истякла нахская земля, что есть еще конхи, творящие добро. Это, несомненно, поступок конха. Нет сомнений в том, что Всевышний избрал именно вас, чтобы вы сделали этот поступок, и, естественно, Он воздаст вам за это. Ведь недаром говорят, что не оскудеет дающая рука. Я также пытаюсь следить за действием Безликого. Мне очень понравилось, что он появился в Ингушетии. Я уверен, он появится в Чечне. Я всегда хотел увидеть лицо этих людей. И все-таки понимаю, почему они не показывают свое лицо. Это самое благородное саха от Всевышнего, когда ты остаешься в инкогнито. Но я уверяю вас, иногда хочется увидеть вас, чтобы сияние вашей ауры зажгла и других. Мы имеем право знать своих героев в лицо. Мы имеем право показывать вас своим детям, чтобы они походили на вас. Возможно, я не прав, но я констатирую свое мнение. Вы люди, которые сказку делаете явью. Всегда, когда среди народа появляются такие люди, Всевышний воздает этому народу своей милости. А когда чествеет рука дающая, наказывает. Явный пример этому рассказ стариков про озеро Кизиной Ам. Ведь если перевести это слово по-лингвистически, так и пишется озеро, посланное Всевышним, как наказание народу, жившему в этой богатом, говорят, городе. Говорят, был послан такой ангел в качестве попрошайки просить милостину в этот город. Но никто из жителей не дал ничего попрошайке, прогоняя его, и дети бросали в него камнями. Родители стояли и смотрели на них и смеялись. Но на окраине, говорят, жила одна вдова с детьми, которая приютила его, накормила, напоила и поделилась, чем могла. На что ангел, пренебрегая ее от наказания, сказал: когда у тебя на пороге появится вода, бери своих детей и беги вон туда, указав на Кашкар-Илам, поднимайся на ту гору. И, поблагодарив ее, ушел. На второй день женщина увидела воду на пороге и сделала, как велел этот старик. И как она с детьми поднялась на гору, разверзлась земля, прогремел гром, и сильным фонтаном из горы, где остался еще и сегодня видно след разбросанных камней, фонтаном выскочила вода из горы. Местность, где был, быстро заполнилась водой, что никто не успел спасти. Старики рассказывают, что эта женщина была из рода Цикорой. И тот комплекс Казиной — это город от этих потомков, что остались живых. То есть это замок ее детей. Вот такая печальная история сохранилась до сегодняшних дней. Как бы там ни было, может, я не так пересказал эту историю, но как помню. Это назидание нам, чтобы мы давали милостыню, делились не только с ближними, но и не отвергали чужих. Проще говоря, соблюдали шариат. Давайте закат и саха. Это то, что обережет нас от беды. Возвращаясь к этому парню, что стал символом добродушия, стал онахом, делающим сказку явью,
Да воздаст тебе Аллах, умножая твое состояние, да увеличится в народе Нохча такие герои, как ты. Аллаху Акбар. Далее хотелось сказать несколько слов о менталитете Нохча, народа Нохча. Народ Нохча не любит, когда им дают подачки. Этот народ, который всегда сами давали сало другим народам. И вы заметьте, у нас вы редко увидите человека, просящего милости. Я имею в виду все просящие таджики, узбеки или другой народ. Чеченцы всегда употребляли то, что они зарабатывали своим трудом. Повторяюсь, никогда не просили мы милости. Я знаю много случаев, в основном от рассказов стариков, целыми семьями умирали, особенно во время депортации нашего народа, не прося подачки. Что я этим хочу сказать, уважаемые богатые, дающие сару? Попытайтесь сделать так, чтобы рабочих мест было больше. Создавайте их и давайте возможность зарабатывать своим трудом, чтобы были в достатке, чтобы он смог покормиться или прокормить свою семью. Да, есть те, которые не умеют зарабатывать. Так вы научите их, создавая бесплатные курсы. Вот, например, есть такая женщина, художница, керамист, Фариза ее зовут. Так она у себя в мастерской организовала школу и обучает любого желающего изготовления керамики. Хочу заметить, что ученики могут забрать готовую продукцию домой. Вот это почин. Да воздаст тебе Аллах за твое деяние. И вообще, она неимоверная женщина, энтузиастка народа Нохчи. Я как-нибудь посещу ее и сделаю специальную серию роликов про эту уникальную женщину. Вот примерно ее телефон и объявление ее вы видите на экране. Обращайтесь. Также я не раз делал ролики про группу Хазна, которую ведет великий чеченский художник, лауреат многих наград российских, других стран, которого недавно Академия художеств вручила золотую медаль имени Сурикова. Бесплатно учит детей рисовать, писать, творить. И что отрадно, у него ученики в основном инвалиды. Инвалиды, я подчеркиваю, это еще один из примеров, что, будучи инвалидом, Нохчи учатся работать и зарабатывать для себя. Вы не думайте, что я хочу принизить вашу работу, ни в коем случае. Но учить людей жить и зарабатывать, я считаю священнее, ребята. Обратите на это внимание. В оправдание своих слов я хочу вам рассказать одну притчу, что я услышал в Инстаграме. Один из оля, это в переводе с чеченского святой, по-разному его называют, поэтому я не буду говорить его имя. Но главная суть в чем? Он как-то посещал чеченцев, живущих за Тереком, и проповедовал ислам. И жители затеречные, видя, что его одежда исхудала, решили ему преподнести хороший, добротный костюм исламского стиля, конечно. Ну, Ойля отказался, сказав такие слова: «Извините меня, если я сегодня у вас возьму этот костюм, завтра мне захочется еще получше, и буду думать, кто мне его подарит, еще один костюм». У вас, наверное, создастся вопрос, что я вообще хочу, то я благодарю, поощряю эти поступки, то я совсем другое говорю. Просто я хотел еще раз обратить на ваше внимание на то, что тот, кто дает сара в тайне, это намного священнее. И нам как можно надо больше создавать рабочие места и учить этих людей зарабатывать себе
своим трудом. Это, я считаю, выше. Просто этот поступок я считаю выше, намного выше. Так что делайте добро. Еще раз повторяюсь, не скудеет рука дающая. Творите добро. Большое вам спасибо за то, что вы есть. До свидания. Адиквельча. До новых встреч.